Зимний туристический сезон в Абхазии подходит к концу. И уже можно сказать, что он удался. Желающих выпить чашечку кофе на Сухумской набережной на эти праздники было много. Аромат кофе и мандаринов помогает избавиться от стресса, говорят психологи. Потребление хурмы уменьшает риск развития коронавирусной инфекции. Витамины С и Д повышают иммунитет и оказывают противовоспалительный эффект. А для полноты ощущений туристы выбирают блюда абхазской национальной кухни. Первый раз в Абхазии зимой. Все нам очень понравилось. Даже невозможно назвать, что это зима. Нам это очень дико. А из нашей кухни что вам нравится? Ну, нам... Хачапури я люблю. Да. И мамалышка нам нравится, да. А кофе какой? да. Ой, Ароматный. чудо, аромат. Стараемся питаться только тем, что есть местное. Вот в той стране или в том городе, или в том месте, где живут эти люди. Здесь хачапури, здесь мамалыга очень вкусная. Вчера вот мы кушали там в ресторане наверху мамалыга. С мясом, с соусом. Очень вкусно, очень полезно. Не остро вам? Нет, не остро. Классическая мамалыга с сыром и фасоль. Я сейчас попробую, да, потому что обязательно сделаю хэштег кофе на Брехаловке. И, конечно, туристов привлекает возможность погреться на солнце и насладиться свежим воздухом. Искупаться в море вряд ли удастся, а вот гулять и любоваться достопримечательностями сколько душе угодно. Климат здесь мягкий, поэтому экскурсии проводятся круглый год. К друзьям в Сочи приехали. А тут недалеко. Да, в Сочи, Надо на мой взгляд, делать сильно нечего. Вот. Ну, то есть никакого такого колорита нет, ничего. То есть, учитывая, что сейчас границы закрыты, ну, вот начинаем осваивать открытые территории. Мы здесь третий день, получается. Съездили Ткуарчал, Акармара. Очень понравилось. Потом на водопады на джипах. Что еще сказать? Очень понравилось. Впечатления вообще невероятные. Очень люблю эту страну, очень люблю это место. И всегда, когда приезжаем, мы вчера вечером приехали, в первую очередь приходим сюда. Любыми путями находим это время. Потому что здесь творится что-то такое невероятное, магическое. Начиная с того, что Брехаловка, шикарный кофе. Вот мы сейчас постоим немножечко, его попьем, подышим этим шикарным воздухом морским, мягким, чистым, наполненным каким-то ароматом необычным. Вот. Это основное, пожалуй. Вот энергетика этого места нас привлекает. Ну и потом здесь особая культура, красивые традиции, красивые люди. Последние 2 года популярность Абхазии у российских туристов выросла на фоне закрытых зарубежных направлений и антиковидных ограничений. Зимой отдыхающие часто посещают такие объекты, как Новоафонская пещера и ботанический сад. Соскучившись по снегу, туристы поднимаются на озеро Рица, сказочные пейзажи которого часто сравнивают с картинками из фильма «Хроники Нарнии». За 10 дней по нашим объектам показа, основные объекты, которые пользуются большим спросом, можно сказать, что посетило от Афоны Рицу, Афонскую пещеру и Рицу, более 23 тысяч человек. Это очень неплохие показатели, учитывая погодные условия, которые были на Рице. Очень велся тщательный контроль за тем, какие машины туда поступают. Если проводить аналогию с прошлым годом, на 4 тысячи посетителей меньше в целом по этим объектам. Такие объекты, как ботанический сад и обезьяний питомник, напротив, посетило больше отдыхающих, чем в прошлом году. Столичные гостиницы были заполнены на 80%. Сухум вошел в десятку самых популярных городов для отдыха мам с детьми в январе, согласно данным российского сайта twill.ru. В этом году очень много приехало людей в возрасте до 35 лет. Это по опросам чисто, которые мы проводили, такие. С семьями приезжают встретить Новый год в Абхазии. И первые дни 22 года были солнечные, и для них это тоже было сюрпризом. Отдохнуть, насладиться солнцем. Туристов уже не так много, как в первые дни Нового года. Большая часть разъехалась, осталось 30%. Последние дни перед праздником Ажирныхы обещают быть теплыми. Ну а те, кто останутся, по прогнозам синоптиков, смогут насладиться к концу недели южным снежным пейзажем. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.